Вначале Петр поставил задачу добиться выхода к теплым морям. Для развития внешнеэкономических связей с Западной Европой России нужны были морские, самые дешевые пути передвижения. Но на Балтийском море владычицей была Швеция, на Черном – Османская империя. Тем не менее, вначале Петр решает добиться выхода теплому Черному морю. Для этого нужно было взять турецкую крепость Азов у устья Дона, которая запирала выход к Азовскому и Черному морю. В 1695 году начинается первый Азовский поход Петра I. Русские войска осадили крепость, но взять ее не смогли, так как крепость получала подкрепление с моря, а у Петра кораблей не было. Первый Азовский поход закончился поражением. Петр решил создать свой морской флот. В 1696 году в районе города Воронежа началось строительство флота. За очень короткий срок было построено 30 военных кораблей. В этом же 1696 году Петр начинает второй Азовский поход. На этот раз Азов был взят. Недалеко от него Петр I заложил город Таганрог. Но чтобы удержать выход к морю, предстояла долгая и упорная борьба с владычицей Черного моря Османской империей. В Европе Петру I не удалось заключить антитурецкий союз, но нашел союзников против Швеции. В 1700 году Россия объявила войну Швеции. Началась Северная война. 27 июня 1709 года утром состоялось решающее сражение между русскими и шведскими войсками – Полтавская битва. К 11 часам утра шведская армия, сильнейшая в Европе, перестала существовать. А в 1710 году Османская империя, не смирившись с потерей Азова, объявила России войну. Итогом войны стала сдача Азова, Таганрога, невмешательство в польские дела и дать пропуск Карлу XII в Швецию. После поражения на юге Петр еще решительнее стал действовать против Швеции. В 1714 году у мыса Гангут шведский флот потерпел поражение у русского флота. Это была первая победа молодого русского флота. При Гангуте родилась новая военно-морская держава Россия.